Я удячна за свой кордон, что у меня хорошие люди, послушные, никто ничего плохого не сделает. А это пришли, это не наши люди, это злые, Бог их ведает, откуда они. Ну, а мы поставили зато, о, красоту. Был один хрест, мы вручную сделали, хозяин мой был, и он повалился. Тогда поставили этот самый человек, Ващоха Виталик, мой внук, поставил в этот хрест. И он стоял годов, мусить, 7, а может и 8. И вот пришли в субботу злые люди, шпилили его, и вот, понимаете, и вот так его положили. Я утром устала в 5 часов, крыжа нет. Я пришла сюда убирать, крыжа нет. Я ну, плакала, ну и все. И остались без крыжа. Тогда пошла к внуку опять к тому самому и говорю, нет крыжа, и он таких на миллион таких людей, 1 миллион и он один. Баба, не волнуйся, який надо, 6 метров высоты, детка как дубовый. И приехали, и подняли, и поставили. Вот теперь буду ремонт делать своей каплицы. Надо бы денежку, надо бы покрасить, еще это надо сделать. Ну вот теперь уже справились, крыш поставила, а теперь буду заниматься каплицей. Я уже тут служу пану Богу, мусить я выбрана паном Богом. Мне 80 годов, но ли я уже 19-й год тут. Так что я не буду говорить, мне люди помогают. Работы тоже не помогают, денежку дают. Коли мне надо, собираю денежку. Ну, спасибо нашему ксензу Александру. И он тоже, коли посели возможности, что обращусь, и он помогает. Вот пообещал мне распятье привезти пана Бога. Я знаю, и он мне сделает. Тут был жилый дом. И я с этого дома сделала капличку для своих людей. И они удячны, все приходят, и людей много собирается, и молимся Богу, у нас верники хорошие. Но большое спасибо моему внуку, что он пришел ко мне на помощь и копейки не взял. Это кран шумели нанять, это были большие деньги. А он сказал, баба, я рассчитаю еще сам. И еще он сделал сам своими руками. Большое спасибо нашему ксензу. Это ксенц наш, это дорогий наш ксенц. Это дорогий наш ксенц. Удячно ему спасибо и пану Богу. И он никогда не опаздывает, понимаете? Вот сейчас 8 у нас, 11:30 у нас имша, и он часы проверяет, и он всегда нам шу. И он расскажет нам, покажет еще. Это мы благодарны ему, что у нас такие есть ксенц. Александр сказал, паня Зоя, тяни крыши дальше так, мучить так надо. Мучить меня Бог выбрал, надо ему отдавать. Значит, я и буду служить пану Богу и буду помогать своему ксензу. Ему тяжело, у него парафия большая, ему тяжко, и он минуты не сядет нигде. Минуты не сядет. Не будет. Не будет. И вот Фатимские, Пустовские только образы. Ну, Фатимскую мать, ее нашлось. Ну, вот нам Фатимскую мать фигурку привезите.